Для православных христиан рождественский сочельник – это особое время усиленной молитвы и строгого поста. В этот день в Камрадском кафедральном соборе Иоанна Предтечи была отслужена божественная литургия. Священнослужитель иерей Василий сообщил, что для христианства сочельник – это преддверие к встрече рождения Христа. Сочельник, это означает то, что мы перед самым рождением Господа Иисуса Христа, люди на себе налаживают строгий пост. То есть пост для того, чтобы все-таки последний день люди стараются для того, чтобы немножко еще, пострадать. Не то, не слово не пострадать, но более быть воздержанным, более для того, чтобы и готовиться, и мы уже в преддверии вкушения того Рождества Господа нашего Иисуса Христа, поэтому и люди более строго готовятся к этому, более, и постятся со стороны и пищи. Люди, как есть обычай церковный, что люди даже не кушают до появления самой первой звезды. Люди и готовятся, и для того, чтобы опять-таки повторить, чтобы принять достойно рождение Господа нашего Иисуса Христа. Прихожане Камрадского собора с особым благоговением и усердием отстояли божественную литургию рождественского сочельника. Все они отметили огромную значимость этого великого события в их личной жизни. Я хочу сказать, что этот праздник Рождества Христова – это праздник из всех праздников. С появлением, с Рождеством Иисуса Христа появляется спасение человеческого рода, именно православного. Этот праздник почитают буквально все, и православие, и все вероисповедания. Я хочу вам сказать, что с появлением Бога-младенца люди стали верить, видеть, понимать, и великое значение для христиан это является. Это очень радостный праздник. Он родился, он дал нам жизнь. В первую очередь я хочу поздравить всех с Новым годом наступившим и с Рождеством Христовым. И всех благ самое наилучшего в жизни людям. И чтобы все добрые были. И здоровье самое главное. Хочу, чтобы все люди с именем Христа жили. Тогда будет меньше воровства и всякой другой нечисти. Это великий праздник. И весь православный мир радуется от того, что в мир пришел Иисус Христос для того, чтобы спасти весь мир от греховности своей, и дабы не впасть, как Адам и Ева, в вечную смерть, вечную погибель, хотя Он их по воскрешении своем их вернул из этого ада. Вот так и нас Он хочет спасти от наших грехов, дабы мы пребывали в вечном царстве Его. С Рождеством Христовым весь православный мир поздравил отец Василий, отметив еще раз, что Иисус Христос явился на землю, чтобы спасти нас, грешников земных, чтобы открылись перед нами врата Царства Небесного. Я всех в первую очередь поздравляю с этим величайшим праздником всех наших камрадчан, всех наших жителей Гагаузии. Я желаю, чтобы именно Рождество Господа нашего Иисуса Христа, чтобы каждому из нас нашлось сердце самому рождения Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы этот праздник приняли и все-таки помнили, что Господь пришел на землю ради нас, ради наших же грехов, ради нашего же спасения, для того, чтобы примирить нас, для того, чтобы открыть нам Царство Небесное. Поэтому я всех вас поздравляю с этим величайшим праздником. Желаю, чтобы все мы, люди, в этом Рождестве Господа нашего Иисуса Христа были достойнее, были ближе к Богу, и чтобы мы смогли с ангелом воспеть славу Вышнему Богу и на земле мир, человечество, благоволение. С праздником! Телекомпания АТВ поздравляет всех христиан, жителей и гостей Камрата с великим праздником Рождества Христова. Мира, здоровья и добра всем нам.